Министр строительства Ингушетии Микаил Балахоев сейчас в нашей студии. Микаил Зиадвинович, Сергей Калшин, приветствую вас в нашей студии. Вот на встрече с главой Ингушетии вы отметили, что из 65 объектов необходимо обеспечить ввод в эксплуатацию 56. Это объекты, которые сейчас строятся в Ингушетии. До конца года осталось 4 месяца. Вы успеете? Дело в том, что строители всегда, когда объект уже 50-60% выполнения есть, начинается документами работа, корректировка. Это корректировка, это экспертиза после. Это все вырыть надо. Почему? Потому что за нами очень пристально смотрят, проверяют. И даже на сегодняшний день казначейская проверка у нас идет. Следом за нашей республиканской казначейской проверкой придет федеральная казначейская проверка. Поэтому нам четко нужно знать, документы должны быть тщательным образом проверены, перепроверены, экспертизы подтверждены. Поэтому у нас по факту объем строительства больше, чем сегодня мы оплатили деньги. Почему? Потому что есть комплексы. Примерно 720 мест школа, он трехэтажный. Если все окна не будут поставлены, все полностью не будут завершены, значит, ни одной копейки мы платить не можем. А это 5 корпусов и 3 этажа. Знаете, сколько окон там? Также двери, также штукатурка. Мы не можем оплатить деньги. Все еще всю штукатурку они не закончат. Это очень колоссальный труд. Конечно. И объем. Поэтому объекты мы сдадим. Их много. Для республики, конечно, немного, но для строителей их много. Такие дела. При строительстве объектов в рамках реализации практически всех национальных проектов, это и здравоохранение, культура, образование, демография, Минстрой является заказчиком. Единым заказчиком. Да. Какие успехи в этом направлении? Честно сказать, просто вот обывателю это не понять. Раньше, когда каждое министерство, ведомство строило по своей линии объекты, получалось незавершенки. А куда они девали их потом? Денег не хватало по каким-то причинам. Куда объекты девали? Они все скидывались на Минстрой. У нас очень много незавершенки, 30, 35, 36 миллиардов, еще 25 лет тому назад. Так называемый долгострой. Да. Сегодня у нас есть так называемый долгострой тоже. Это 3-я школа, которую мы должны в этом году закончить на Московском, городе Назрань. Это у нас долгострой, если мы с плохого начнем, как говорится, и поликлиника, город Сунж. Тоже в этом году? Да, вводится. заканчиваем мы его. А что касается Кантышевской больницы, он по контракту на 3 года. То есть в этом году мы полностью завершаем вопрос. Это завершаем, он по контракту у нас идет. Почему? Потому что вы должны тоже понять, что финансирование у нас только по годам разбито было. Это программа модернизации называется. Там первоначально планировалось строить амбулаторию. А сегодня там будет качественная больница на 3 села. Это Лебекюрт, Далаково и Кантыш объединенные. Это 36 тысяч населения примерно говорю. Михаил Зиадвинович, вот самые частые сложности, трудности, которые возникают при строительстве объектов, какие у вас возникают, в том числе и с выделением земельных участков? Вот это беда. Это самая большая беда. Строить не проблема. Но вот куда только мы не приходим, земли. Земли. Все время можно говорить о земле. Почему? Потому что там, я уже не говорю пересечение, наложение, там, ну, еще появляется хозяева, как только. Это государственные объекты, которые мы строим. Мы их строим для республики. В любом случае, мы же не для себя, не частный бизнес. Но очень больших проблем. Очень большие проблемы в земле. Я не знаю, на что им это нужно, сколько нужно, ну, сколько можно земли. Это как у них кредит банковский. Будем надеяться, что этот вопрос решится в скором времени. Ведется модернизация Альтивского водозабора в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Да. Когда этот объект ведут в эксплуатацию? Мы его закончим на будущем году. Это не долгострой. Там по годам разбито. В этом году 246 миллионов. Просто люди должны тоже понимать. Почему? Потому что это вода. У нас проблемы с водой. Сегодня мы сейчас ведем этот на накопителе 2-го уровня, подъем так называемый, он за каналом.
но вот там есть накопители, которые стоят. Вот туда мы ее ведем. Очень сложная работа. Это пересечение дорог наших республиканских, районных. Это вот по улицам надо идти. А там сколько труб закопано. Там вообще немыслимо. Это просто, не просто так. И самое интересное, знаете что? Когда Альтийский водозабор мы начинали, мы туда выезжали, смотрели. Но там все нас опрошля. Это стратегический объект. Это охраняемый объект. Конечно. Он должен быть всегда охраняемым. Там даже забора не было. Там все было перекопано, закопано. А теперь посмотрите все, как положено. Мы ее сделали и будем дальше продолжать. Это и самое интересное, знаете, еще там, насосную, скажем там. Очень большой объект тоже. 90% насосная, которая там до сих пор находилась, вода где-то 50% уходила на улицу. Потому что насосы старые, наладаны дышащие. А люди сидят без воды. А люди сидят без воды. Сегодня уже насосы закуплены, все полностью. Сейчас мы работаем. Сейчас корректировку закончим, потому что у нас, вы знаете, что у нас санкции ввели против нас. Хочется не просто китайские поставить, а хочется оригинал нормально поставить. Вот поэтому у нас сейчас получилось все это выровнять. Уже насосы куплены, очень большие насосные. Там станции все целиком. Насос, это люди так понимают, что это глубинный насос, который опустил и качаешь. Это не те насосы. Там такие большие агрегаты, которые нужны. Это станции целиком. Это тоже у нас получилось. Вот вы сказали, введение в эксплуатацию Альтиевского водозабора в следующем году будет. Да. Это конец года или... До конца года мы идем. Там примерно 160 миллионов денег осталось на будущий год. И плюс нам дополнительные расходы 130 миллионов. Вроде понятия есть у нас в Минстроем России. Надежда есть. Доберем 130 миллионов, 290 миллионов на будущий год мы сделаем. И больше ее трогать не надо будет. И все будет нормально. Альтийским водозабором. Михаил Зиадинович, первое полугодие уже позади. Осталось несколько месяцев до конца года. Какую главную задачу вы ставите перед вашим министерством? Главную задачу нам уже поставили. Поставил крыла Махмуд Алимов Шарипович. Строго и четко. На хвостов не должно быть, ни завешенки не должно быть. Это наша задача. И мы это успеем. Я могу только четко сказать, что уже по программе образования, там несколько подпрограмм, как вы озвучили здесь, у нас было 4 чем-то, да. А по образованию было 3 миллиарда 432 миллиона. Из них 2 с лишним миллиарда мы уже освоили. Отлично. Так осталось миллиард 800 копейками. Мы уже платим. Я же не говорю, на сегодняшний день мы платим уже. Деньги есть, деньги вовремя приходят. Проблем с деньгами у нас нет, и строим. И есть у нас сады, которые 1 миллиард 700 миллионов. У нас есть сады, мы строим. Капремонтом мы успешно завершили 1 миллиард 104 миллиона. Все уже, последние завтра, послезавтра подпишут акты приемки работ, и все мы заканчиваем. Строители неплохие, работают. Есть, конечно, у нас таких так называемые, в кавычках, красавчики, но мы с ними тоже справляемся. Удачи вам в вашей работе. Спасибо. Благодарю за интервью. Баркал.